Волнующий жителей вопрос неудобства, связанные с капитальным ремонтом школ. Владимир Голдин принес извинения за возможные проблемы. Их оперативно решают. Администрация на связи с учителями и родительским комитетом. Важно, что давно не видавшие ремонта школы станут современными и удобными. Качество образования будет расти. Мы пошли на этот шаг. У нас получили достаточно серьезное финансирование в размере 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Мы рассмотрели вопрос, насколько мы сможем снизить те неудобства. Мы в шахматном порядке разместили эти 9 школ на 2 года. К сожалению, мы не можем этот ремонт провести только в летний период. Нормативный срок ремонта – это 8, 9, 10 месяцев. Вместо ветхих деревянных домов планируется 6 проектов комплексного развития территорий. Первый пилотный – это район Катаева, Оплеснина-Октябрьского проспекта. Самый центр столицы, где уже снесено кирпичное общежитие. Там будут расселены еще 22 аварийных дома, а на их месте появится современный жилой квартал с общественными территориями и социальным учреждением. Этот период у нас где-то будет идти 24-25 год, вот пилотный проект. Как только мы пилотный проект запустим, перейдем к другому проекту. Мы анонсировали второй пилотный проект, это уже будет второй проект, это лесозавод. То есть также там будем сносить деревянное здание, будем планировать там непосредственно малоэтажное строительство. Облик столицы меняется. В этом году преобразятся 10 территорий по проекту формирования комфортной городской среды. Столько же участков отремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги». В Кировском парке установят новые аттракционы. Правда, колеса обозрения не будет. Конкурс по аттракционам у нас состоялся. Выиграла организация. Соответственно, 3 у нас аттракциона будет сделано в мае месяце. И 4 аттракциона будет непосредственно сделано в летний период до сентября месяца. Поэтому ждите. Мы смотрели документацию, интересно. Можете зайти на сайт администрации и посмотреть будущие формы, как будет идти. Много вопросов поступило от жителей пригородных поселков. В этом году в лесозаводском подразделении дорожного хозяйства новый грейдер и погрузчик для своевременной очистки дорог. Проект понтонного моста с подъездными путями в Алешино в конце декабря прошел экспертизу. Стоимость 1 200 000 000. Сейчас ищут финансирование как из регионального бюджета, так и у частных инвесторов. В Краснозатонском на улице Ломоносова обновят порядка 2 километров дороги и тротуара. В Верхней Максаковке улицу Мичаяк. Ответил Владимир Голдин на вопрос о строительстве глэмпинга на озере Шойкер. Мы четко понимаем, что проекты такого рода, которые связаны с нашей природой, с нашим родным краем, а я как стукарец очень люблю нашу природу, должны решаться вместе с жителями и по мнению жителей. Пока этого не будет, такие проекты не должны реализовываться. Такие проекты должны реализовываться только вместе с гражданским сообществом. Изменение работы светофоров и организации движения в городе не всегда удобны, пишут жители. Администрация реагирует на сообщения. К примеру, на парковке ЖД вокзала после изменений начали появляться пробки. Как только поступил сигнал, вопрос взяли в работу. Мы сформировали группу, которая с учетом мнения наших граждан внесли свои исправления. Мы сняли часть ограждения, мы работали вместе с ГАИ. Там будут доставлены дополнительные знаки. Мы постоянно мониторим ситуацию, чтобы там было действительно уютно и комфортно. При выезде с этой территории мы внимательно относимся к критике. И самое главное, мы стараемся как можно быстро ее исправлять. Преобразование в организации автобусного сообщения с 1 января, отмена дублирующих маршрутов, изменение расписания с учетом мнения жителей. Введен единый проездной на неограниченное количество поездок в течение месяца, стоимость 1800 рублей. Это удобно, особенно жителям поселков, которым часто приходится ездить с пересадками. Ольга Коняева, телеканал Юрган.